На канивадлай майдез якан кведлай паюначи район дез республика дин хрен маишат дини сюрсетин министр Батал Баталов, министр дин Баглар Велик Тхунин отдел дин начальник Ахмед Расулов, Малкарадин отдел дин начальник дин заместитель Юсуф Юсуфов, ва механизация дин отдел дин начальник Несреда Мухаммадханов. Хукуматин жавабдар холукчияр муниципальный район дин Нариман Абдулмуталибова ва хрен маишатин управление дин холукчири каршиламишна. Район дин хрен маишатих танишхун атанвай Мухаммадри арендатор Абакаров Сабирон Никирин Багдилай башламишна. Малум тирвал и хазанди гектар Когририн Багго. Тарарин Арайра Никирин маишатни карди ктунва. Министрди Карчидивай маишат лет хуникай, асил свой продукт базардис акудиникай, ва хукуматин хрин маишатин программайра Иштрак авоникай хабарар уна. Второй год, да? Нет, это первый год. В прошлом году посадили. В прошлом году осенью посадили, а вот сейчас она мне урожай должна только идти на урожай. А мульчевание? Мульчевание, вот потом... А для чего? Чтобы влажность, чтобы была, и еще единственное, чтобы сорняк, что у меня только, видите, ближе к естественному, через крест не сажаем, просто чтобы дышала, да, клубника. Показать вам, чтобы они получили какой-то стимул, что их видят, что им не мешают, что они работают, что они зарабатывают, свою семью кормят, чистую продукцию производят, продают на наших рынках. Проблем с бытом нет. Нет. Да. Вам повезло с главой района. Да, мы благодарим его. Я его знаю с 13 поддержку. года. С 13 года мы с ним знакомы. Стабильный руководитель. 2 гектара персик, слива, деревья, клубника, Ну, да? получается так, да. Ну, вот это для кого-то будет примером. Ахмед, они получают? Смотри, какой урожай сливы. Это же вообще шикарный урожай. Вот здесь особенно, вот, Пожалуйста. Уходи на деревья. надо, пожалуйста. Все мирно было. Аллах тоже помог. Состояние деревьев, состояние Хотим сказать спасибо за труд. Хотим урожая. сказать спасибо. Даже вот я Послужите примером для других. хороший. Да, снижение кроны сделан, деревья, урожай переведено. Вы знаете, вот это сделали, я это видел впервые, знаете где? Во Франции. Да, Во Франции, когда мы были, я говорю, я хочу сады посмотреть. Никто не захотел, я сел и поехал. Поехал в предгорный район. Мне сказали, одна семья есть, французы. Отец у них умер, 3 сыновей. Я говорю, я приехал, они, ну, так, пустили, не хотят рассказывать. Я говорю, а почему вот так формируют эту крону? Вот это вот крона, Внутри. вот так во Франции раскрывают. Вот так. Раскрываем, да. А мы это не делали. Открывают, и вот форма вот этого зонтика перевернутого Да. формируют. Я говорю, а почему вы так формируете? Они говорят, чтобы солнце охватывало все эти основные эти ветки. Скелетные Раз, и ветки. кроме этого, чтобы Да. этот воздух Проветривание. проветривали. Циркуляция была И хорошая. вот эти грибковые заболевания и так далее, они в таких условиях не выживают. Да, То есть и от болезней спасают, и от солнца, значит, вернее, это самое, получает полный фотосинтез, это ветки, обмен листья и так далее. Поэтому я когда пришел, начал своим садоводам говорить, режьте вот эти Середины, да? середины, раскрывайте форму перевернутого зонтика, вы увидите, урожай будет это самое отменный. И пошло-поехало. Вот у нас рядом в Черкее выращивают знаменитые персики, тоже формируют такую. Вот так по рядам веревки, вот эти ветки подвязывают крючками к этой веревке. То есть ветки вниз. Чем ниже ветки, тем больше урожая. Оттуда идет, Ну, да? от горизонтального положения. Вот так формируется, да. веревки, крючки, и к веревкам подтягивают, когда плодообразование идет. Да. Ну, 5-6 год как раз. Мы же обрезку сделали, этот Я думаю, что вы положение. правильно сформировали эту крону. Я так думаю. Ну, перспективы Вы эти сами это тоже так. делаете, да? Или Да, сами сделали. Мы несколько уровней же делаем. Когда это устарело, надо снизу, вот несколько, надо же оставлять же этих полускелетных ветвей. Омолаживание делаешь. Да, омолаживание. Ну, в связи они с еще этой болезнью, молод- вот этот Вечный блеск. манилез,
Манилиоз у вас есть? Манилиальный ожог бывает? Бывает, да. Вы этим Было раньше, опрыскиваете чуть-чуть этим было. медным купоросом, да? Да, да. 3%, 3%. Бордовская здесь Дело всё в том, что вот этот очень сильно подвержен этот персик манилиальному ожогу. Потом подвержен этот абрикос очень Да, сильно. абрикос. Во И время черешня цветения. тоже есть. Ну, черешня тоже уже зацепила. Даже не только, еще другие культуры она цепляет. Поэтому надо Барей все мы это надо пристали. в комплексе, вот Барей, это обрезка, скоро. вот это, то, чтобы проветривалось там, чтобы осенью надо обязательно искупать, после опадения там листьев надо искупать хорошенько. Осенью можно смело 3% искупать, Да, можно. а весной надо чуть 2% и желательно бордовской жидкостью, желательно. Ну, что мне вас учат, вы все знаете. Предлагай, министр дин фикир, чугур маишат, Герихановын хурин мулкунал алай, балугрин маишат хана. Чкадин Ияси Ахмед Нуралиева Атанвай Юлдашар Вичин маишата кырна. Чеп машхул крарикай хабардара уна. Малумтировал и маишатда сашмуджре балугар тюретмишзава. Хажерге даяс форель, осетр ва масабур. Ты сколько лет занимаешься? Я уже третий год как зарыблю. А так потихоньку начинаю. А так не сожалеешь, да? Нет, а что сожалел бы, не Ну, продолжал. я имею в виду, вот какую-то прибыль получаешь? каждый Прибыль год? пока то, что получаем, дальше расширяемся, пруды делаем. Сейчас, Ну, вообще, производство рентабельное на сегодня? Сейчас вот, знаете, я вам что скажу, вначале у меня более лучше было продаваемость. В связи, может, с коронавирусом как-то чуть тяжело, у людей денег, может, нет. Вот С так. реализацией проблем? Реализация чуть-чуть, да, тяжеловато стала. Почем продаешь? За 500-550. А Дербент, Дербент рестораны у меня берут, и Юждаги рестораны берут. то есть постоянно Юждак клиенты. полностью практически... Полностью не привязано. сказать. Ну, есть, да, А свои таких клиенты. хозяйств сколько вот? Вот на Юждаге вот такой, это более крупный, это я. Маленький есть. 5, 10, 15, наверное. Мелкие, да? Да. А крупных таких? Крупных нет. Я ее садер и икру сам все делаю. А Юждак я снабдил в этом году очень много ферм рыбой. А так они ездили в Осетию всегда. В этом году большая масса. А, тепло любит. Да, и медленно растут. Поэтому мы сейчас пруды делаем, садки будем делать. Это, а что ты уже что это для чего делаешь? Это от солнца. Хочешь делать, да? Так лучше? Она солнце не любит. Форель не любит, а все так любит. Это оставляешь? Она теплую воду не любит, а холодную, чтобы она море так. Цветение вот это вот. А другого нет варианта, говорит, это будет. То же самое. И то же самое, да, она постоянно чистое мясо продает. Это грел от министра, да? Görünlay Hürün Maişatin Ministr ve Rayon din Qil, Qolan Staldin Mulkunolay, Malarhin ol Maşgul, Gorец, Karxana Xana. Планируем до 6 тысяч. Работающих сегодня здесь 15 человек. Значит, с начала 2001 года начал вот этот реализовываться инвестиционный проект «Алияк», значит, который предусматривает производство молока, молочной продукции, мясной продукции от скота, выращенного в горной местности. И, соответственно, чтобы эта продукция соответствовала международным качествам по экологии. Планируется полная реконструкция имеющейся здесь молочной товарной фирмы. На сегодняшний день ведутся, вот, видите, консервационные работы, строительные. Проведена электрификация здесь, вот более 2 километров протянули, поставили трансформатор, установили. Уже приобретена часть техники, заказано оборудование у нас. А что вы приобрели? А мы вот пройдем сейчас.
техника, оборудование уже на сегодняшний день более 70 миллионов. Это все животные, Не субсидировали, ничего. нет. В Кабардино-Балкарии закуплено было 350 яков, находятся они у нас в горах. на сегодня. 350, да? 350, да. Которые уже дали потомство на 14 миллионов закупленных яков. В марте приобретены на племенном заводе в Нижегородской области 49 метелей шведской породы, высокопродуктивные, на 10 миллионов. Сейчас правильно посмотрим. Сегодня они телятся у нас уже все. Приобретено 500 голов рогатого скота на 3,5 миллиона. Планируем завершить вообще весь этот проект в 2014 году. Значит, общая стоимость проекта составит по расчетам около 300 миллионов. В 2024 году, да? В 2024 В 2024 году. Планируется создать до 200 новых рабочих мест. Значит, по завершению проекта предполагаем иметь ферму для содержания коров с боксами, выгульными площадками, производить молочную продукцию, мясную продукцию. Целью этого проекта, конечно же, является это повышение уровня обеспеченности населения мясомолочной мясной продукции, высокого качества и, что главное, по доступным ценам для населения. Повышение конкурентоспособности, создание рабочих мест, ну и развитие сельскохозяйственной зоны, конечно, в этом регионе и в республике в целом. Мы планируем о том, что по масштабу этот проект будет один из самых значимых. А у вас проект есть вообще, да, на это? Мы заказали сейчас программу развития. Ну, проекта нету, пока так. Пока так. Да сколько скотоместв? Есть программа развития Да сколько для скотоместв этого рассчитано? проекта, а проект сейчас разрабатывается. Потому что здесь будем ставить доильно-молочный блок с современным оборудованием. А вот здесь, да? Полторы Да, тысячи на площадку рогатого скота. А источник отсюда туда в село идет тоже, да, с этой вершины или как? Не, Там туда-сюда. Качать надо будет, да? Качать не самотеком. Здесь ниже, да. Воды привезные, да, вот? Нет. Нет, когда вечером возвращаются, они на привязь становятся, кушают, а на дойку будут ходить без привязи. Здесь на сколько голов? Здесь на 200. Еще фуража. 200 фуража. То есть 3 группы это дойные, 1 группа это сухостойная. Да, она антиаллергенная совершенно. И мы переговорили с Киргизом, готовы нас принять и готовы сюда приехать. Есть 82-летний дважды герой соцтруда, который всю жизнь занимается ягодами. Они, в отличие от наших ягод, они у них ручные. И они их доят, их стригут. А у нас дикие, да? Не подпускают, только на лошади может чувак. Ну, надо с детства приучать Их к тому, надо, наверное, чтобы... стилят, привлечать, тогда как-то они, наверное, человеку будут На какую сумму вы закупили? на 14 миллионов. И чего уходить с ним? Мясо? А, пока мясо? только мясо. На мясо выращивать. Мясо хорошее. Шерсть мяса. Хорошее. И Потом еще будете отстреливать их, получается? Зачем? Мы приобретаем, ну, американцы давно уже это все продумали. У них вот эти животные, которые ангусы, да, они тоже дикие. Вот они для того, чтобы там проводить ветеринарные обработки, брать животных там на забой и так далее, они ставят мобильные расколы, ветеринарный станок, там специальный коралл. Вот это мы все приобрели, привозим это в горы, устанавливаем на более ровной площадке и начинаем животных загонять. Там проводим ветеринарную обработку, стрижку. И если, ну, то есть те, которые готовы на забой, отправляем на забой. Как у нас в Казбековском, Алмакском олени загоняют, аналогично. мы уже оборудование это оплатили, вот из Казахстана тоже доставка идет, потому что вот тоже у казахов цена-качество выше. Такие окна есть много где в фермах у нас вполне? Есть, конечно. У кого? Они почти все сейчас. Я не видел. Не, вы ездили на овцетоварный фирм, на молочном Ну, на самом деле, это не роскошь. примером для подражания. Ну, вот на сегодняшний момент основная проблема это люди. Людей нет. Рабочий персонал. Рабочего персонала просто нет. Нет, да? А какие рабочие вам нужны? Дойеры, телятницы. Телятник.
механизаторы. А зарплата какая? 45 тысяч рублей на руки дали. Плюс 5000 на еду. Вопрос в чем, да? То есть мы можем сейчас уже начинать технологии применять, те, которые применяются мировые, да? Которые дают уже качественный результат. Не можем, да, потому что людей не хватает. И человек, который работает, ничего не может 45 сказать. тысяч рублей. Я еще могу сказать, питание. мы чебанов привезли с Карачаева-Черкесска. Проживание. 20 лет чебанов. Вот никто не хочет на эти деньги здесь идти. С А что, Карачаева 45 тысяч разве мало? Плюс мы каждому чебану купили седло за 70 тысяч. На этих должностях в России получают 35-40, меньше. Стоят в очереди. Люди в очереди, да? Люди в очереди работают. Дойеры, еще кто? Механизаторы, Механизатор. телятник. Поэтому тут работа на самом деле несложная. При нагрузке 200 голов это вообще ничего. У нас Стабильная У работа, нас стабильный сегодня заработок. парень доер. И вот на летний период, пока школы не работают, у них детишки тоже, вот супруга, 5 тысяч на руки, 5 тысяч на еду. Мы еще вот буквально там с июня месяца обмундирование у нас у всех будет единое. Это тоже за счет компании. Да еще своеобразный соцпакет от вас, да? Премия. Хорошо работаешь, результат даешь. Обычно будет. Давайте мы вот наши департаменты, вот, управление сельского хозяйства, там где какую поддержку делать, мы вам тоже подскажем. Вот, пусть мы, наверное, переговорим уже. Да, да. Вот. Ну, совместными усилиями, я думаю, у нас получится все. Я уверен. Все будет нормально. Если с другого... У них жирность высокая. Ну, это не для криминала. Это да, это так. Для себя. За месяц они так подтянули, а сейчас вообще ходят, они такие пожары стали. Как на олимпийской базе. На сборы. Ну, сейчас кому? При рождении обжигают или уже потом приходят аккуратно. Чепкайы пуд маишаттани, хрин маишаттин министрти, циз арадизганвай карханайрин производстводин, хасил зои продукция масагунин, меселариз катенда казфикиргана. Вичин патани министрди хукумати ци маишаттар арадизгизвай карчирис, кмекар субсидияр ва грантар гузвайда кайлахана. Жон карвилик тхун ва гехеншерун патал хукуматин программайра иштаракун мислятна. Иқан нетижа яс районда хрин маишат велик финин камарал баталова вичин развивал калорна.